Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Твердова Марина Владимировна. Я являюсь главным специалистом Центра сопровождения специального и инклюзивного образования Комреспубликанского института развития образования. И мы продолжаем цикл вебинаров, посвященных профилактике ВИЧ-инфекции. И тема сегодняшней встречи звучит так: ВИЧ-инфекция, профилактика и правовая защита ВИЧ-инфицированных граждан. И сегодня у нас в гостях Михеева Елена Петровна, заведующий отделом клинической эпидемиологии Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Но прежде чем дать слово нашему эксперту, я хотела бы напомнить, что по данной тематике у нас уже проведен цикл вебинаров, где мы рассматриваем такие очень важные вопросы, как пути заражения ВИЧ-инфекции, способы профилактики, диагностика ВИЧ-инфекции, беременность и ВИЧ-инфекция. Все данные вебинары размещены на сайте Коми Республиканского института развития образования. Вот перед вами слайд, сайт института. Заходим во вкладку «Видеозал». Далее перед вами появляется видеотрансляция КРИРО, и выбираем специальный раздел «Профилактика ВИЧ-инфекции». Заходим. И, пожалуйста, перед вами серия вебинаров по профилактике ВИЧ-инфекции. Кроме того, с сотрудниками Комреспубликанского института развития образования и Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом разработан обучающий онлайн-модуль «Профилактика ВИЧ-инфекции на рабочих местах». Данный образовательный ресурс размещен на портале «Единая система электронного обучения» по адресу edu.rcomi.ru во вкладке «Образование граждан». Далее выбираете открытые онлайн-курсы ГОУ-ДПО КРИРО. Далее выбираем профилактика ВИЧ-инфекции на рабочих местах. Изучаем представленный материал. По завершению обучения, успешно прошедшим тестирование, выдается сертификат установленного институтом образца. И забегая вперед, предвосхищая ваши вопросы, сообщаю, что презентация по теме профилактики ВИЧ-инфекции, а также рекомендации для работодателей по профилактике ВИЧ-инфекции доступна к скачиванию. Также для тех, кто будет просматривать вебинар в записи, данные рекомендации размещены также на сайте Коми Республиканского института развития образования во вкладке «Сопровождение системы образования». Далее выбираем специальное инклюзивное образование. Далее методические материалы. И находим рекомендации работодателю по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа. Итак, мы начинаем. Елена Петровна, вам слово. Всем добрый день. Так, начинаем наше сегодня обучение по профилактике и правовой защите ВИЧ-инфицированных граждан, в том числе, какие же мероприятия необходимо проводить на рабочих местах работодателям с целью профилактики ВИЧ и обучающих мероприятий сотрудников, которые находятся в их подчинении. Как мы? Основной закон, который был утвержден 30 марта 1995 года под номером 38 ФЗ, это федеральный закон, он называется «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека». Этот закон действующий, и тут расписаны все основные права и обязанности граждан в плане профилактики ВИЧ-инфекции.
В первую очередь, это статья 4 «Гарантии государства». Государством гарантируется регулярное информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции. На сегодняшний день, в общем-то, это осуществляется в том числе и в нашей республике через различные средства массовой информации. В той же статье 4 государством гарантируется доступность медицинского освидетельствования. Освидетельствование подразумевается, это обследование населения для выявления ВИЧ-инфекции. Или далее будет обозначаться как медицинское освидетельствование. В том числе человек может обследоваться анонимно, с предварительным или последующим консультированием и обеспечением безопасности такого медицинского освидетельствования, как для освидетельствуемого, так и для лиц, проводящие это обследование. То есть и для пациента, и для человека, и для того, кто проводит обследование, все это возможно и проводится безопасно с учетом имеющихся индивидуальных инструментов, одноразовых, и соответствующая обработка подлежит во всех лечебных учреждениях. Государством гарантируется предоставление медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам в Российской Федерации, в том числе в Республике Коми, в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. Здесь вот указана карта, где находится наш центр СПИДа Пушкина 103, в том числе часы работы с 8 до 15:42, кроме субботы и воскресенья, и наши контактные телефоны. То есть любой человек может позвонить, проконсультироваться, как обследоваться, куда подойти для обследования и по другим каким-то интересующим вопросам. Государством гарантируется обеспечение бесплатными медикаментами для лечения ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях в федеральных специализированных медицинских учреждениях в порядке, установленном уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в учреждениях здравоохранения, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, в порядке, установленном органами государственной власти субъектов Российской Федерации. То есть, если коротко сказать, что у нас в Республике Коми есть установленные лечебные учреждения, где проводится как и обследование, так и лечение всех ВИЧ-инфицированных. Есть доверенные врачи на всех территориях, 20 муниципальных образований городов у нас в республике, на всех территориях есть доверенные врачи по вопросам ВИЧ-инфекции, где ВИЧ-инфицированный может получить квалифицированную помощь для лечения своего заболевания. Дальше, статья 5. Гарантии соблюдения прав и свобод ВИЧ-инфицированных. Что здесь говорится? Здесь говорится о том, что любой ВИЧ-инфицированный гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет ответственность или обязанность в соответствии с Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. Значит, поясняю, что это касается только граждан Российской Федерации, не иностранных. То есть иностранные граждане немножко по-другому у нас проводится обследование и лечение на территории нашей страны, в том числе в Республике Коми. Статья 8 этого закона – добровольное медицинское освидетельствование. То есть кто может проходить добровольное обследование. Медицинское освидетельствование в медицинских организациях проводится добровольно при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство освидетельствуемого лица или законного представителя этого лица. По желанию освидетельствуемого лица добровольное медицинское освидетельствование может быть анонимным. То есть если человек не хочет, чтобы знали его какие-то конфиденциальные данные, любой человек может обратиться в лечебное учреждение, в том числе и в наш центр СПИДа, или на территории к доверенным врачам на территории нашей республики, в районах и городах,
и к любому врачу, в принципе, может обратиться и обследоваться на ВИЧ-инфекцию, в том числе и анонимно. Статья 9. Обязательное медицинское освидетельствование. Обязательному медицинскому освидетельствованию подлежат доноры. То есть кто подлежит, да, этому обязательному обследованию? Это подлежат доноры крови, биологические жидкости, органов и тканей. То есть практически все доноры, кто какую-то донацию производит, он обязательно подлежит при каждой донации обследованию на ВИЧ-инфекцию. Кто еще подлежит обследованию? Это лица, отказавшиеся от обязательного медицинского свидетельствования, не могут быть донорами, еще вот хочу пояснить, да, биологические жидкости, органов и тканей. Подлежат еще обязательному медицинскому освидетельствованию это работники отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений, организаций, перечень которых утверждается уполномоченным правительством Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, проходит обязательное медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-инфицированных при проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров. А кто это, да? Вот поясняю, кто туда входит. Здесь указан перечень работников отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, которые проходят обязательное медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции. А кто туда входит? Это входит в первую очередь медицинский персонал центров СПИДа, учреждений здравоохранения, занятых работой с ВИЧ-инфицированными людьми. Далее, это медицинский персонал лабораторий, который осуществляет обследование населения на ВИЧ-инфекцию. Далее, это работники научно-исследовательских учреждений по изготовлению медицинских иммунобиологических препаратов и других организаций, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека. Далее, медицинские работники в стационарах, отделениях хирургического профиля при поступлении на работу и в дальнейшем 1 раз в год. То есть вот эти контингенты, подлежащие медицинскому обязательному обследованию. Кроме того, в обязательный перечень включены лица, проходящие военную службу и поступающие в военные учебные заведения и на военную службу по призыву по контракту. При призыве на срочную военную службу, при поступлении на службу по контракту, при поступлении в военные вузы, министерств и ведомств, устанавливающих ограничения для приема на службу лиц с ВИЧ-инфекцией, это МВД, ФСБ и прочие службы. Да? Хочу сказать, что сейчас вот у них издан был документ, что все, кто поступает на службу в силовую структуру, обязательно должны представить при медосмотре при поступлении на работу справку об отсутствии ВИЧ-инфекции. В том числе этот документ они получают у нас в центре СПИДа и могут получить на своей территории, закрепленной у специалиста, ответственного по ВИЧ-инфекции на закрепленной территории. Подлежат также обязательному медицинскому обследованию это работники морских судов, судов внутреннего плавания, а также судов смешанного плавания. Никаких других случаев обязательного освидетельствования или обследования на ВИЧ-инфекцию быть не должно. Список профессий для обязательного тестирования утверждается уполномоченным правительством органом, а не работодателем. Соответственно, не должно быть ограничений прав тех, кто отказывается и в том числе подвергается такому освидетельствованию. Вот я перечислила те категории лиц, которые подлежат обязательному обследованию. Все остальные – это добровольное обследование. Работодатель сам по себе он не может указать работнику, что вот вы обязательно подлежите обследованию, если это не указано вот в тех законодательных актах, которые были перечислены. Далее, статья 10-11. Условия въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства. Я вначале говорила, что для иностранных граждан немножко другие статьи по обследованию и по устройству на работу и так далее. Вот этот контингент, то есть лица, которые имеют иностранное гражданство,
они тоже подлежат обязательному медицинскому обследованию на ВИЧ-инфекцию, подлежат и лица без гражданства при обращении за получением разрешения на гражданство или видом на жительство, или разрешением на работу в Российской Федерации, в том числе в Республике Коми, при въезде на территорию Республики Коми на сроком более 3 месяцев. То есть все лица иностранные граждане, которые приезжают к нам на срок более 3 месяцев, подлежат обязательному медицинскому обследованию. В случае выявления ВИЧ-инфекции у иностранного гражданина или лица без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в том числе в Республике Коми, они подлежат депортации из Российской Федерации или из Республики Коми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих членов семьи, супруга или супруг, и детей, в том числе усыновленных, родителей, в том числе приемных, граждан Российской Федерации, либо иностранных граждан или лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, и при отсутствии нарушения ими законодательства Российской Федерации о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции. Здесь могу пояснить, что значит, все лица, которые обследуются превыше на срок 3 месяца, и если у них выявляется ВИЧ-инфекция, значит, эти сведения подаются в миграционную службу, подаются сведения в Роспотребнадзор, и комиссионно создается комиссия, и решается вопрос о депортации этого человека по месту гражданства. Комиссионно определяется, если необходимость, если есть здесь уже супруг или супруга, есть дети, то возможно ли этого человека оставить на территории для постоянного места жительства. То есть в этом случае всегда решается вопрос индивидуально, но вот эти статьи закона 10 и 11 обязательно рассматриваются комиссионно. Статья 14 закона о профилактике ВИЧ-инфекции. Права ВИЧ-инфицированных при оказании им медицинской помощи. ВИЧ-инфицированным оказывается на общих основаниях все виды медицинской помощи по медицинским показаниям. При этом они пользуются всеми правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации по охране здоровья граждан. То есть оказывается медицинская помощь как в стационарных учреждениях, как в амбулаторных учреждениях. В порядке очередности, в порядке поступления на плановые операции и так далее. И зачастую у нас бывают вопросы такие, что вот я в одном стационаре лежу с ВИЧ-инфицированным по каким-то причинам, узнавши, что вот сосед ВИЧ-инфицирован, и я могу от него заразиться. Конечно, сразу поясняю, что в лечебных учреждениях создаются такие условия, при которых здоровый человек ни в коем случае не может заразиться от него ВИЧ-инфекции. Поэтому инструменты одноразовые и так далее. И в предыдущих вебинарах вы можете посмотреть, как передается ВИЧ-инфекция. Хочу сказать, что на сегодня у нас в Республике Коми нет случаев заражения в медицинских учреждениях пациентов, и поэтому всем ВИЧ-инфекционным оказывается на общих основаниях все виды медицинской помощи во всех лечебных учреждениях Республики Коми. Статья 17. Значит, говорит о том, что запрет на ограничение прав ВИЧ-инфицированных. Какой запрет? Это как раз касается работодателей, да? Не допускается увольнение с работы, отказ в приеме на работу, отказ в приеме в организации, осуществляющей образовательную деятельность и медицинские организации, а также ограничение иных прав и законных интересов ВИЧ-инфицированных на основании наличия у них ВИЧ-инфекции, равно как и ограничение жилищных и иных прав и законных интересов членов семей ВИЧ-инфицированных, если иное не предусмотрено настоящим законодательством или законом. Значит, вот вы видите, что работодатель, он не имеет права уволить при наличии ВИЧ-инфекции у человека с работы этого человека. То есть он имеет право работать во всех сферах деятельности, ну вот, кроме, наверное, тех, которые там были обязательное обследование, имеется в виду военнослужащие,
поскольку если выявляется ВИЧ-инфекция, работа воинских контингентов предусматривает большие физические нагрузки, и здесь уже комиссионно будет решаться, может человек этот работать на этом рабочем месте или ему может посмотреть другой вид работы. Так, теперь вот по работе с ВИЧ-инфицированным еще применяется Уголовный кодекс Российской Федерации. Здесь хотелось бы тоже пояснить. Есть такая статья 122 «Заражение ВИЧ-инфекцией». То есть каждому ВИЧ-инфицированному, который приходит к нам на прием или на прием к доверенному врачу на территории в Республике Коми, в городах и районах, которые есть у нас эти специалисты, дается соответствующий документ, подписка предупреждения. Там разъясняются все его права, обязанности, в том числе поясняется о том, что он не имеет права заражать с этого момента другого человека ВИЧ-инфекцией. На основании вот этой статьи 122. То есть о чем эта статья говорит? Это заведомое постановление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией наказывается ограничением свободы на срок от 3 лет, либо, вернее, до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года. А заражение другого лица ВИЧ-инфицированным лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. Лицо, совершившее деяние, предусмотрено частями 1 или 2 настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности в случае, если другое лицо, поставленное в опасность заражения, либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было своевременно предупреждено о наличии у первого этой болезни и добровольно согласилось совершить действие, создавшее опасное заражение. Поясняю. Значит, вначале я сказала, что каждый ВИЧ-инфицированный подписывает этот документ о том, что он извещен о своем заболевании. Мы поясняем, что половым партнерам он должен сообщать о своем диагнозе, не должен заражать при каких-то манипуляциях, инъекциях. И если он нарушает, значит, не сообщает, не предупреждает о своем заболевании других лиц, с этого момента, когда он предупрежден, он несет вот эту вот уголовную ответственность. И, в общем-то, хочу сказать, что в Республике Коми эти вопросы рассматривались, и были случаи, когда, к сожалению, люди у нас заражали умышленно и были привлечены к определенной ответственности, значит, вот, по этой статье. Ну, продолжение этой статьи. Деяние, предусмотренное частью 2 и настоящей статьи, совершенное в отношении 2 или более лиц, либо в отношении несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет, либо без такового. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей наказывается принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо с лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Ну, в общем-то, это решает, конечно, законодательные органы. Просто вот такая статья есть. Это для сведения, чтобы как для оповещения, да. Так, теперь, что касается, а когда же ВИЧ-инфицированный представляет опасность? То есть, когда он несет опасность в плане вот законодательного вот этой статьи 122, и когда он должен предупреждать своих контактных о том, что у него ВИЧ-инфекция. Это половые контакты, как гомо, так и гетеросексуальные. Попадание крови ВИЧ-инфицированного другому человеку при нарушении целостности кожных покровов и слизистых, травмы, раны, медицинские манипуляции,
например, при поступлении в лечебном учреждении доктору, да, если или какому-то специалисту, если это произошло, он должен сообщить о своем диагнозе. При использовании общего шприца, при использовании общей посуды для набора шприц-содержимого, при бытовых контактах, в случае использования общих колющих, режущих предметов, маникюрные, бритвенные приборы. Ну и беременная женщина в случае отказа химиопрофилактики ВИЧ-инфекции несет угрозу заражения ребенка. То есть вот в этом случае, конечно, законодательно эта статья применяется и, возможно, наказание, поэтому здесь надо обязательно соблюдать и не заражать других лиц. А как ВИЧ-инфицированный может обезопасить окружающих от заражения? Ну, предупреждение полового партнера о своем заболевании, в первую очередь, да, использование презерватива при половых контактах, отказ от потребления наркотических и психоактивных веществ, использование индивидуального шприца или индивидуальной тары при употреблении наркотиков, использование только личного маникюрного и бритвенного набора. ВИЧ-инфицированные женщины при беременности встают на диспансерный учет обычно, в том числе у специалистов Центра СПИДа, и в женской консультации для назначения ей соответствующих препаратов с целью предупреждения заражения плода. И здесь очень хорошее такое примечание, что прием антиретровирусных препаратов в соответствии с рекомендациями врача снижают риск заражения ВИЧ-инфекцией другого лица. О чем это говорит? Это говорит о том, что если человек ВИЧ-инфицирован получает антиретровирусные препараты, количество вируса в крови уменьшается, или мы даже говорим подавляется, и в этом случае он менее опасен для окружающих, так как и в половом плане, так и при при использовании каких-то общих манипуляций. Ну, каким образом не передается ВИЧ, вы знаете, поэтому здесь вот хочу пояснить, что невозможно заразиться на предприятии, организации, где-то в общем помещении, когда вы используете общий компьютер, когда вы вместе кушаете в столовой, когда вы используете общую кружку или ложку, или ручку, или карандаш, или находитесь в общем помещении. В этом случае заразиться ВИЧ-инфекцией невозможно. Поэтому на предприятиях, организациях ВИЧ-инфицированный, он в плане заражения другого лица, конечно, не несет никакого заражения другого лица. Значит, теперь в продолжении этой темы законодательной хочу сказать, что нашим центром СПИДа значит, была созданы такие рекомендации, которые называются «Сохраним здоровье на рабочих местах». Это было сделано с целью продвижения на территории Республики Коми рекомендаций Международной организации труда о ВИЧ-СПИДе и сфере труда. И здесь рекомендовано, то есть рабочее место как плацдарм для обучения, в том числе по профилактике ВИЧ-инфекции, поскольку у нас чаще всего сейчас заражается население трудоспособного возраста, старше 30 лет и до 55 лет. И было разработано так, что на рабочих местах люди должны параллельно знать, как передается ВИЧ-инфекция, как не передается, и не заражаться. Вот такие методические рекомендации были созданы, и здесь все подробно очень расписано. Они есть на сайте КРИРО. Вы всегда можете взять их, почитать. И как их внедрить? Как внедрить вот эти вот рекомендации? Значит, есть несколько способов. Первое. Это в каждом учреждении есть инженера по охране труда. Значит, любой работник, поступая на работу, он проходит, значит, обучение, да, первичное обучение по охране труда и ежегодное обучение. Вот можно при поступлении на работу дать почитать сотруднику вот эти методические рекомендации, и в дальнейшем там раз в год, когда ежегодное обучение проводится, вот этот методические рекомендации почитать. И в какой-то журнал, наверное, у вас ведется, обязательно отметить, что человек изучил вот эти
рекомендации по профилактике ВИЧ-инфекции. Если нет инженера по охране труда, в образовательных учреждениях, я знаю, что вот в школах есть учителя по основам безопасности жизнедеятельности, которые могут тоже обучать, проводить обучение вот по этой книжке. Кроме того, есть начальники цехов, есть какие-то вот руководители определенной какой-то цеха или отдела, которым можно это поручить обучение. Во всяком случае, вот Международная организация труда такое внедрила на территории Российской Федерации, в том числе и у нас внедрено это в Республике Коми. И вы можете также, в общем-то, на своих рабочих местах эти мероприятия проводить безболезненно, как я говорю, почитать при поступлении на рабочем месте любой сможет, и затем ежегодно изучать, что такое ВИЧ-инфекция. И я думаю, что если человек будет знать о путях передачи и как не заразиться, есть большой шанс, что количество ВИЧ-инфицированных у нас будет снижаться. В общем-то, вот такие рекомендации мы вам рекомендуем. Так, теперь что касается вопросов. Пока в мой адрес я вопросов не вижу. Марина Владимировна, мой адрес пока вопросов не вижу. Угу. Так, ну тогда на этом я заканчиваю. Вроде бы основные моменты законодательные. Так, какой вопрос там? С какого возраста у школьников можно брать анализы ВИЧ в школе? В школе, значит, в школе ни у кого анализы на ВИЧ не берут, у школьников. Значит, как проводится обследование учащихся? Ну, как и вообще любых детей, да? Есть клинические показания для обследования детей и есть эпидемиологические показания для обследования. То есть никто из медицинских работников не пойдет просто так в школу, и вот я хочу тебя обследовать. Такого нет, да? Клинические показания какие? У нас медицинские работники ежегодно обучаются по вопросам ВИЧ-инфекции, и они знают клинические показания к обследованию, какие контингенты, с какими проявлениями подлежат обследованию. То есть если ученик приходит в детскую поликлинику, и педиатр видит, что у него есть определенные клинические проявления, в том числе ВИЧ-инфекции, он предлагает ему обследоваться вот, на ВИЧ-инфекцию. В том числе, ну, я думаю, что с родителями приходят, скорее всего, да. Вот. А касаемо эпидемиологических показаний, это контактные в семьях, да. То есть, например, ребенок контактный с ВИЧ-инфицированной мамой, но здесь, наверное, немножко более меньший срок, да, то есть когда произошло рождение ребенка, он наблюдается 1,5 года после рождения от ВИЧ-инфицированной мамы. И вот определенные контингенты контактные с ВИЧ-инфицированными. То есть, ну вот дети бывают тоже контактные с ВИЧ-инфицированными по некоторым критериям. Вот в этом случае педиатры при обращении или непосредственно через эпидемиологическую службу обследуют этих детей на ВИЧ-инфекцию. А в школах просто так, школьников нет показаний для обследования, мы не проводим. Так, значит, почему на сайте Центра СПИДа всегда старая информация? А какая старая информация? Вот, я не знаю. Пути передачи и механизм передачи, он не изменяется ВИЧ-инфекции. Мы всегда обновляем, там у нас есть методические всякие рекомендации. У нас систематически меняется количество вновь выявленных ВИЧ-инфекций на нашем сайте Центра СПИДа. Так что вот здесь какая старая информация, пока не знаю, что тут он имел в виду. Может, поясните, тогда буду знать, какая старая информация. Еще вопросы какие-то есть? Пожалуйста, задавайте. Пока больше не вижу. Так, ну все, тогда всего доброго. Этот материал будет размещен на сайте, да, в записи, так что вы всегда можете посмотреть, изучить, в том числе и вот эта методические рекомендации тоже есть, можете себе
скачать работодатели и в том числе использовать в работе при приеме на работу своих работников для профилактики ВИЧ-инфекции. Спасибо.